Громкие аресты военных в Украине. Киев загнали в угол. Экстренное обращение из столицы. Власти города пошли против государства. Приказ об отставке правительства. Российские чиновники бегут с должностей. История повторяется. Пошел обратный отсчет до катастрофы. Срочное изменение Конституции. Режим вычеркнул соседа из основного закона. США ставят вопрос ребром. Сделка или ковровые бомбардировки. Времени на раздумья все меньше. Долетит до Москвы и до Пекина. Крупнейшая армия НАТО похвасталась новым оружием. Об этих и других событиях к утру четверга 7 мая. Среда позади, неделя перевалила за экватор, а события лишь набирают обороты. Спасибо, что вы с нами. В эфире «Нехта». Я Олесь Корниенко. Поехали. Кремль усиливает свои угрозы. После обещания нанести удар по Киеву в случае визита украинских беспилотников на парад в Москву, Министерство обороны страны-агрессора сделало новое заявление. Министерство обороны Российской Федерации предупреждает жителей региона о проведении испытаний на полигоне Кура в Усть-Камчатском муниципальном округе в период с 6 по 10 мая включительно. Жителей призывают воздержаться от посещения полигона и близлежащих территорий в указанный срок. Этот военный объект находится примерно в 500 километрах от Петропавловска-Камчатского. И именно этот полигон используют для испытаний ракет, способных нести ядерный заряд. Видимо, других вариантов спасения парада от украинских фламинго, кроме бряцания ядеркой, у Путина не осталось. Сделка близка как никогда. США и Иран впервые за долгое время действительно вот-вот договорятся. Так утверждают информированные источники Axios. Белый дом готовит с Тегераном меморандум из 14 пунктов. Документ обсуждают спецпосланник Трампа Стив Уитков, Джаред Кушнер и представители Ирана напрямую и через посредников. Суть сделки простая. Иран ставит на паузу обогащение урана, а США снимают часть санкций и размораживают миллиарды долларов. Параллельно обе стороны должны убрать ограничения в Ормузском проливе, ключевой артерии мировой нефти. Но этот оптимизм сразу же остудил Дональд Трамп. В своем новом посте президент США высказал большое сомнение в том, что Иран на самом деле пойдет на сделку, и дополнил сообщение угрозой. Если же они не согласятся, начнутся бомбардировки, и, к сожалению, они будут гораздо более масштабными и интенсивными, чем прежде. Ранее источники в администрации заявили тому же Axios, что Дональд Трамп может вернуть американскую армию к боевым действиям уже на этой неделе, если переговоры окончательно провалятся. Наследники КГБ снова под ударом. Украинские дроны ударили по зданию ФСБ. По данным телеграм-канала «Крымский ветер», речь идет о штабе пограничной службы в оккупированном Армянске. Местные жители опубликовали видео с огнем и густым дымом. Поврежден и жилой дом. Тревожно было и в других городах Крыма: Симферополе, Бахчисарае и Севастополе. Прилеты были и в районе аэродрома Кача. Официальных комментариев от российских властей, как обычно, нет, а украинские дроны чувствуют себя в Крыму как дома. Хотя почему? Как? Но ситуация может быть гораздо хуже. Известный предатель Украины Александр Ходаковский бьет в набат. Некогда офицер СБУ, потом главарь боевиков ДНР, а теперь замначальника Росгвардии в оккупированном Донецке, утверждает, что бизнесмены из России сотрудничают с ВСУ. Сохранились устойчивые теневые контакты, и если знать, к кому обратиться, можно, например, из России заказать своего конкурента в России же. Ходаковский пишет, что якобы можно заказать удар беспилотниками по любому промышленному объекту с целью нанести непоправимый урон, а дальше сепаратист прозрачно намекает, что такие схемы уже активно используются. Конечно, это чистое совпадение, что на Донбассе бомбежками сегодня выключена почти вся металлургия. Ни один русский промышленник не пошел бы на такой поступок. Предположить, что ее выключили, чтобы похоронить долги под форс-мажорными обстоятельствами, тоже невозможно. Таких подлецов земля еще не родила. Как думаете, заслуживает доверия информация этого сепаратиста?
А теперь еще одна новость, в которую тяжело поверить. Из российского правительства бегут чиновники. Настоящий исход пока зафиксирован в Минцифры. По данным РБК, министерства могут покинуть сразу несколько высокопоставленных замов. Среди них Сергей Кучушев и Александр Шойтов, который отвечал за информационную безопасность. Также обсуждается уход главы департамента кибербезопасности Евгения Хасина. Прогнозируется также сокращение персонала на 15%. Полномочия Минцифры собираются перераспределить в пользу ФСБ. А последствия того, как чекисты взялись за интернет, почувствовали миллионы россиян. Я русский человек и уже более 2 лет работаю и живу в Дагестане. А вот в Дагестане новый назначенец Путина уже наводит порядки. В отставку отправлено все региональное правительство. Федор Щукин, первый в истории современной России этнически русский на посту главы этой республики. На днях он официально заменил многолетнего руководителя Дагестана Сергея Меликова. Согласно утечкам, Кремль решил убрать его с должности после губительного наводнения. Дело близится к выборам, а реакция властей, а скорее ее отсутствие, возмутила не только дагестанцев, но и жителей по всей стране. Правда, Путин отреагировал на наводнение в республике спустя несколько недель, и то после обращения к нему блогера Виктории Бони. Помнится, первые национальные волнения в начале перестройки вспыхнули в Казахстане, и вспыхнули именно из-за того, что вместо казаха на пост главы Компартии республики Москва назначила этнического русского. Жить в Советской империи после тех протестов осталось всего несколько лет. Неужели Путин решил пойти по стопам Горбачева? Я думаю, это вот ошибка, которую мы допустили. Очередное громкое задержание в Украине. В СБУ сообщили об аресте главы областного территориального центра комплектования, в этот раз в Житомире. По версии следствия, он требовал деньги у предпринимателя в обмен на то, чтобы его сотрудников не мобилизовали. Чиновника задержали прямо во время получения денег. Теперь ему грозит до 10 лет тюрьмы по статье о взятке. А вот национальная полиция задержала другого офицера вооруженных сил в Запорожье. Речь идет о командире батальона, который требовал от подчиненных отдавать часть боевых выплат. Сумма около 200 тысяч гривен в месяц. Взамен обещал спокойную службу без проверок и проблем с начислениями. И этого фигуранта задержали на горячем. Теперь ему грозит до 10 лет тюрьмы и конфискация имущества. Ну как-то мало. Не согласны? Страна с одной из самых больших армий в мире показала новинку из своего арсенала на выставке Саха-2026 в Стамбуле. Представили первую турецкую межконтинентальную баллистическую ракету «Йылдырым-хан», в переводе «Властелин Молния». Заявленная дальность 6000 километров. Этого хватит, чтобы достать не только до Тегерана, но и до Москвы и даже до Пекина. Анкара подчеркивает, ракета полностью собственной разработки. Турция все активнее уходит от зависимости от иностранного оружия. Сначала беспилотники, теперь ракеты такого класса. И Эрдоган еще 2 года назад прямо обещал наращивать дальнобойные возможности. Кроме того, страна продолжает оставаться членом НАТО. Более того, недавно появились утечки, что европейские лидеры хотят усилить военное сотрудничество с Анкарой, чтобы компенсировать ослабление союза с США. Мэр столицы критикует правительство страны. Виталий Кличко заявляет, что Министерство развития общин и территорий отказалось помогать Киеву восстанавливать ТЭЦ-5, поврежденную российскими ударами. То есть опять политика. Киев пытаются загнать в угол. Ситуация угрожающая. Ведь речь идет о том, как переживут зиму киевляне, как будет функционировать город. Мэр предупреждает, только на восстановление ТЭЦ-5 срочно нужно еще 3 миллиарда гривен, а всего на оборудование и резервную систему теплоснабжения требуется около 9 миллиардов. Конституцию переписывает не только Путин. За основной закон взялся и Ким Чен Ын.
Потомственный диктатор расстался с мечтой своих отца и деда. Теперь в основном законе больше нет фразы о воссоединении Родины. Вместо этого Южная Корея названа просто соседним государством и фактически врагом. А ведь ради того самого объединения 76 лет назад дед нынешнего вождя Ким Ир Сен развязал братоубийственную войну, которая унесла жизни нескольких миллионов человек. Впрочем, внук жизни корейцев тоже не очень щадит, посылая их умирать за Путина. Громкая история, которая чуть окончательно не привела к разрыву между странами, закончилась, можно сказать, хэппи-эндом. Венгрия вернула Украине ценности Ощадбанка. Об этом сообщил Владимир Зеленский. Речь о 35 миллионах евро, 40 миллионах долларов наличными и 9-килограммовых золотых слитках. Все это венгерские спецслужбы изъяли еще в марте у украинских инкассаторов. Силовики Орбана тогда очень жестко обошли с задержанными, а операция вписывалась в построенную на антиукраинской риторике кампанию. Но это не помогло другу Путина остаться у власти. Как думаете, при Мадьяре отношения Будапешта и Киева наладятся? Всемирная организация здравоохранения выдвинула первую версию причин вспышки хантавируса на океанском лайнере, который приняла Испания. Эксперты ВОЗ предполагают, что виной стали крысы. Мы знаем, что обычно большинство людей заражаются через контакт с грызунами, их слюной или экскрементами. Но этот конкретный вирус был связан с ограниченной передачей от человека к человеку среди близких контактов. Люди в Испании обеспокоены. Я думаю, что существует некоторая дезинформация, из-за которой люди немного опасаются швартовки круизного лайнера. Срочные меры по предупреждению распространения хантавируса предпринимают уже на другом краю земли. Власти столицы Тайваня объявили войну крысам, проверят стройки, рынки и уличные киоски. Тем временем очередной так называемый герой СВО задается интересными вопросами. Давайте поможем ему с ответами в комментариях. Ну что, мои хорошие, вот с Украины я воевал. Так, вот, понимаете, вот, доброволец Донбасса, крест имею. И вот зачем вот, ну вот, в пятерочке мы сейчас вот эту шляпу писать? Объясните мне, кто может. Спасибо, что досмотрели до конца. Приглашаю на вечерний выпуск.